В эфире Якутия-24 актуальное интервью. Скоро для учащихся наступит пора выпускных и вступительных экзаменов. Как не ошибиться в выборе профессии, какие из них сейчас наиболее востребованы и какие программы реализуются, мы сегодня будем разговаривать с председателем Госкомитета Республики по занятости населения Степаном Ивановичем Москвитиным. Степан Иванович, здравствуйте. Хотелось бы начать наш разговор с вопроса содействия занятости молодежи. Одно из приоритетных направлений на сегодняшний день. Школьники думают о выборе будущей профессии, а студенты, выпускники вузов выходят на рынок труда. Какие профессии наиболее востребованы сейчас? Да, действительно, наступает пора как вступительных экзаменов ЕГЭ, так и выпуск всей системы профессионального образования. Ежегодно система профобразования, как и среднее, так и высшего образования, выпускает порядка 9 тысяч молодых специалистов. В этом году, если быть точным, их 8944 человека. Так. С 2016 года это уже задача Государственной службы занятости, трудоустройства молодежи. Так. Поэтому этим вопросом мы, конечно, занимаемся очень плотно. Надо сказать, что благодаря тому, что служба занятости априори занимается трудоустройством, есть база вакансий, есть центры занятости во всех муниципальных районах и городах республики. Есть квалифицированный персонал, который занимается трудоустройством. Наблюдается в последние годы повышение уровня трудоустройства выпускников, порядка 6-7% по нашим оценкам. В этом году, да, действительно, также система выпускает такой же объем выпускников. В целом, наверное, на протяжении последних 5-6 лет уклон делается в сторону технических профессий и специальностей. Так? Как вы знаете, республика и в лице Госкомитета активно довольно мы занимаемся проектом «Местные кадры в промышленность». Сегодня в нашем портфеле порядка 20 компаний-недропользователей. Вы понимаете, что идет рост в этом направлении и появляются, соответственно, новые рабочие места. Так? В целом потребность данных компаний достаточно высокая. Наша задача в этом году трудоустроить не менее 3000 человек. Так? Я думаю, что с этой задачей мы справимся, уже есть тенденции к этому. Так, наиболее востребованные профессии, они для недропользователей идентичны. В основном это, конечно, рабочие профессии, и проходчики, и горнорабочие, маршейдеры, это машинисты различные техники, бульдозеристы, экскаваторши, автогрейдеры, работники, да, сварщики и так далее. Этот перечень, он стабилен достаточно, так и по этим направлениям, наверное, трудоустройство будет наиболее эффективным, мы так считаем. Тем не менее, конечно, и социальную сферу тоже забывать нельзя. Здравоохранение у нас очень большая потребность, особенно в сельской местности, в Арктике, на севере. Так. Система культуры и образования тоже ежегодно требует объема притока новых специалистов. В целом вся сфера, социально-экономическая сфера республики, конечно, она будет обеспечена молодыми специалистами. Другой вопрос заключается в том, что работодатели, конечно, не совсем с охотой относятся к молодым новобранцам, можно так сказать. В первую очередь, конечно, это из-за отсутствия опыта работы. Понятно, что специалистам частного сектора, акционерных обществ необходимы уже подготовленные специалисты. Так? В этой сфере, конечно, мы готовим проекты по стажировкам. Так? Стажировочные площадки открываем сейчас во многих промышленных компаниях. Очень важно наработать этот опыт. Месяц, 2-3 месяца наставничества. Вот эти инструменты, которые, в принципе, они и давно были, и в советское время, да, в целом по стране это возрождается. Я думаю, что это будет один из эффективных инструментов по трудоустройству молодежи. А вы озвучили перечень профессий, которые на данный момент наиболее востребованы. А где и на каких предприятиях, либо в промышленных компаниях конкретно эти профессии востребованы? Да, на сегодняшний день мы заключили с 15 крупными компаниями,
знаете, это компания «Алроса» прежде всего, это компания «Якутуголь», это «Колмар», «Золото», «Селегдара», «Алдан», «Полюс», «Алдан» и так далее. Да, их достаточно много. «Сахатранснефтегаз», «Прогноз», нефтегазовые компании. Так. С ними мы заключили соглашение с конкретными показателями по трудоустройству как молодежи, так и по трудоустройству жителей села. Это две категории, где у нас на сегодняшний день наблюдаются проблемы с занятостью, с трудовой занятостью. Поэтому мы акцент делаем на этом. И, как я сказал, вот, используя инструменты стажировки, практики, это говорит о том, что они будут закрепляться более эффективно. Самое главное же не трудоустроиться, а закрепиться на предприятии и работать на постоянной основе. Хотелось бы немножко подробнее остановиться на теме взаимодействия с учебными заведениями либо со школами. Как ваше ведомство взаимодействует как раз-таки в плане профориентационной работы? Ну, в целом, надо сказать, что служба занятости и система образования, в особенности профессионального образования, это очень тесно связанные две сферы. Так? Вот как мы взаимодействуем с системой образования? Во-первых, составление прогноза потребностей в кадрах, опираясь на потребности рынка труда, на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Мы готовим прогноз потребностей, так, отраслей экономики. Это не только реальный сектор, но и социальная сфера вся. На базе данного прогноза составляется план приема или так называемые контрольные цифры приема в образовательной организации профессионального образования. Это делается с целью того, чтобы обучение и те средства бюджета республики, которые тратятся на это дело, расходовались более эффективно. Так, с тем, чтобы выпуск специалистов соответствовал потребностям тех предприятий, отраслей, где, будет потребность в кадрах. Так? Это первый момент. Второй момент. Мы на сегодняшний день работаем и с учреждениями, непосредственно с техникумами, по совместной работе с промышленными компаниями. Сейчас очень остро стоит вопрос дуального образования. Это особенно касается среднего профессионального образования, особенно касается подготовки рабочих кадров. Так? Что такое дуальное образование? К сожалению, еще в 90-е, 2000-е годы стандарты образовательные были поставлены таким образом, что значительная часть придавалась теоретической части и очень мало часов отдавалось на практику, именно на работе в предприятиях. Так, это показывает о том, и как раз-таки это является недоработкой системы. Сегодня ставится задача внедрения дуального образования, где более 50% по некоторым программам, что это было на практике. Весь западный мир, цивилизованный мир идет именно по этому пути. Каменщики, бетонщики, сварщики и так далее. Конечно, теория там есть, но она не должна превалировать над практикой. В этой части мы работаем. И система образования, конечно, это трудоустройство выпускников. То, что я сказал, на сегодняшний день трудоустройство выпускников – это задача, относится к сфере государственной службы занятости. Степан Иванович, в Якутске работает на данный момент молодежная биржа занятости. Да. Есть ли в планах сделать что-то подобное в республиканских масштабах, то есть создать республиканскую биржу занятости? В 2016 году мы открыли молодежную биржу труда в городе Якутске. Молодежь ее сами назвали «Импульс». Я думаю, что это название соответствует, оно придает какой-то толчок для того, чтобы трудоустройство. Надо здесь понимать, что необходимо разделять потоки. То есть молодежь, она не должна, как говорится, в одном котле, что ли, со всеми безработными искать работу. Так? Потому что специфика другая, потому что, вообще контингент другой. Поэтому, когда мы создавали, это был, наверное, такой пилотный проект, и на сегодняшний день данная биржа, она показывает такие неплохие результаты. Если взять первый квартал текущего года, всего обратилось в молодежную биржу труда, молодежи до 30 лет, более 2000 человек. Более 2000 человек. Это говорит о востребованности. Да? И показывает рост
на 5%, если брать аналогичный период прошлого года. С целью поиска работы именно та молодежь, которая нуждается в работе, обратилось 750 человек. Из этих 750 человек порядка 350 они нашли работу. Это и есть неплохие показатели. В начале года глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов поставил задачу, ну и вообще поручил правительству, Госкомитету создать республиканскую молодежную биржу труда, так, с тем, чтобы, значит, охват был более широкий, потому что и на селе, и в Арктике, везде молодежь требуется да, работа. Поэтому здесь мы, конечно, проанализировали основные моменты, то, что я сказал, отсутствие опыта работы. Да. Поэтому здесь мы будем работать в направлении, во-первых, создания информационного портала банков вакансий данных, вакансий и рабочих мест для молодежи. Так. Имеется в виду не только постоянно. Вот у нас студенческая молодежь во время каникул и так далее, они подрабатывают, да, и так далее. Поэтому такое приложение, мобильное приложение, такой портал, я думаю, он будет создан в этом году и в следующем году будет развиваться. Да. Мы, как я сказал, будем продвигать еще дальше стажировочные площадки, дуальное образование внедрять. Профориентация тоже очень важна для незанятой молодежи. Многие из молодых людей не знают, чем заняться, куда пойти. То есть такая система наиболее эффективного трудоустройства молодежи, она будет создана. Задача поставлена, мы ее обязаны будем решить. И в завершение очень коротко, каковы задачи на текущий квартал и в целом на год, и какие показатели намерены добиться в год содействия занятости? Да, у нас основной показатель – это, конечно, трудоустройство, реальное трудоустройство. Задача поставлена в начале года трудоустроить не менее 22 тысяч человек. Первый квартал у нас отметка 4644 человека мы трудоустроили. Так, мы это все мониторим, счет ведем по программному комплексу «Катарсис». Так. Наша задача в этом году обучить 3000 человек. Так. Ну и, конечно, легализация трудовых отношений тоже в нашей задаче стоит. Степан Иванович, огромное спасибо, что посетили нашу студию. А я напомню, что в гостях у нас сегодня был Степан Иванович Москвитин, председатель Госкомитета Республики по занятости населения. В эфире было актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.